На борьбу с коронавирусной инфекцией федеральным центром было выделено свыше 70 миллионов рублей, чтобы приобрести необходимое оборудование для слежения за жизненными показателями больных в отделении реанимации. Все эти средства были направлены на покупку медтехники. Конечно же, в реанимации РКБ имелось свое оборудование, но оно уже технически устарело и нуждалось в замене. Мы получили очень много оборудования, включая мониторы, дефибрилляторы, электрокардиографы, шприцевые дозаторы, УЗИ-аппараты. Вся эта аппаратура крайне необходима была реанимационным больным, и следящая аппаратура, и диагностическая, и дозаторы, которые дозированно подают лекарственные вещества конкретно каждому больному. Это большое подспорье в нашей работе. Назир Халухоев – волонтер. И с первого дня коронавирусной инфекции помогает врачам и медперсоналу в отделении реанимации. За это время молодой человек приобрел определенные навыки, но специального медицинского образования не имеет. В частности, знает, какие показатели должны быть выведены на мониторах больного. В случае каких-либо изменений сразу зовет врача. По словам Назира, помогать врачам всем, чем можно – это святой долг каждого из нас. Я, не будучи медиком, для меня вначале это было сложно, сейчас я уже привык и научился всем тем азам работника именно отделения реанимации. То, что они умеют, уже научился делать и выполнять ту самую работу, которую они выполняют. Также, по словам главврача больницы, в течение 2 недель в РКБ будет установлена кислородная станция, соответствующая всем современным требованиям. С ее появлением отпадает необходимость постоянно закупать кислородные баллоны. Оборудование имеет огромное значение для врачей, с правилами эксплуатации которого они ознакомлены. Когда говоришь мониторы, шприцевые дозаторы, кажется, такое несерьезное оборудование, а на самом деле раньше, чем глаз медсестры и врача поймет, что больной ухудшается, нам это показывает монитор. То есть там стоит тревога, и при любом перепаде и выходе параметров за границы тревоги, там ставится лимит, сразу начинает оборудование сразу начинает нас об этом информировать, что что-то происходит с больным, что он в худшую сторону как-то меняется. Вот. Это происходит за долю секунды. По словам главврача ИРКБ, ни одна койка в реанимации не должна быть без аппарата ИВЛ, монитора и шприцевого дозатора. И вот благодаря поддержке федерального центра эту проблему удалось решить. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.